Жалоб нету на данный момент? На температуру, насморк, кашель? Сыктывкарка Елизавета Куликова в третью поликлинику пришла привиться от энцефалита. Повторно. В первый раз, как и полагается, она наведывалась в процедурный кабинет еще осенью. По словам медиков, вакцинация начинается в ноябре, сразу после того, как заканчивается прививочная кампания против гриппа. Спустя 3-5 месяцев привитым необходимо уколоться еще раз. Только в этом случае у человека выработается стойкий иммунитет. В первую очередь мы вакцинируем работников лесной промышленности, кто связан с работами в лесу, студентов прививаем, которые выезжают на практику в полевые условия. В принципе, прививаем всех желающих, так как наша территория, Коми Республика, относится к эндемичному району по клещевому энцефалиту. Дачники, рыболовы и охотники, те, кто тоже постоянно находится в зоне риска, вакцинацию проходят сами, по желанию. В целом в третьей поликлинике противоэнцефалитный курс прошли более 1000 человек. И им бояться членистоногого уже не стоит, считают медики, а вот непривитым придется защищаться самим. В этом году специалисты ожидают более высокую активность насекомого, причем кровососы обживают все новые районы. У нас используется несколько критериев в соответствии с санитарными правилами. Это наличие людей с антителами к клещевому энцефалиту, количество случаев заболеваний клещевым энцефалитом и наличие вирусов в клещах, которые отловлены на территории этого района. В Каркировском районе в прошлом году это все сложилось. Нами была направлена информация в федеральный центр по клещевому вирусному энцефалиту, и в соответствии с которым федеральный центр признал территорию эндемичной. К эндемичным сегодня относятся также Сыктывкар, Усть-Куломский, Усть-Вымский и все южные районы республики. На этих территориях, как только сойдет снег, начнется обработка от клещей парков, скверов, кладбищ, детских садов, школ и мест массового скопления людей. Впрочем, береженого Бог бережет, а потому санитарные врачи напоминают, собираясь на прогулку в парк или в лес, одеваться надо соответственно, чтобы не было неприкрытых частей тела. А если уж кровосос успел присосаться, то нужно немедленно обратиться за помощью к медикам. Они правильно снимут насекомое и отправят его на экспертизу. К самому укушенному сделают инъекцию иммуноглобулина. Она эффективна в течение 96 часов после присасывания. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.